Добрый вечер. В эфире программа «Не пропусти главное». 7% от всего населения республики проживает в арктической зоне. Одним из приоритетных направлений отечественной геополитики и экономики признано комплексное освоение Арктики. И сегодня в нашей программе мы будем говорить о путях повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в арктических районах республики. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Вы можете задать свой вопрос. Добрый вечер, уважаемые гости. Действительно, в последнее время мы все наблюдаем очень такой повышенный интерес к арктической теме со стороны государства, бизнеса, науки и общества. Как вы думаете, чем обусловлен такой всплеск интереса к Арктике именно в последние годы? В сравнении с 1990 годом в республике Саха-Якутия, если в то время проживало 183 тысячи населения, вот в арктической зоне мы говорим, да, на территориях 13 арктических северных улусов, то сегодня проживает по статистике 2010 года всего 71 тысяча человек. Это говорит о том, что привлекательность Арктики и то, что население, люди уже чувствуют себя некомфортно вот на этих территориях, но обусловило принятие федеральных государственных документов. Еще в 2008 году Владимир Владимирович Путин принял государственный документ о государственной политике в арктической зоне до 2020 года. В 2013 году уже принимается на уровне России стратегия развития арктической зоны и безопасности России до 2020 года. За этим документом в 2014 году принимаются комплексные мероприятия на уровне правительства. Ну и сегодня мы говорим о программе развития арктической зоны до 2020 года. Есть вопросы, которые нашими сенаторами республики Вячеславом Анатольевичем Штуровым, Александром Константиновичем Акимовым активно поднимаются, и парламентом нашей республики. Должен быть системный подход. Как раз-то и сегодня не хватает закона, который бы комплексно решал вопросы социально-экономического развития и вообще развития инфраструктуры данных территорий. И в отличие от других регионов, благодаря тому, что на уровне правительства по инициативе председателя правительства нашей республики Галины Иннокентьевны Данчиковой еще 2 года тому назад была принята программа социально-экономического развития 13 арктических и северных улусов. И это дало толчок по всем направлениям, начиная от развития инфраструктуры, поднятия вопросов малой авиации, здравоохранения, образования и так далее. Ну, об этом, наверное, будем говорить. Да? Владимир Павлович. Но я бы хотел напомнить про Арктику. Была ли она всегда такой, как сейчас? Вот сейчас нас видит вся республика, в том числе жители, проживающие в Арктике. Вчера они еще жили в районах Крайнего Севера. Арктики не было. Арктика была только, так сказать, в изобразительном искусстве и так далее. Крайний Север. Жители Крайнего Севера были. Чем мы отличались? На Крайний Север хотели приехать все, начиная от Одессы, Москвы, Петербурга и так далее, и так далее. Все хотели приехать работать в Арктику. Вот такая была привлекательность до 1991 года. Свершилось все это дело в 1992 году правительством Российской Федерации под руководством Гайдара. Они ликвидировали Север. Когда они ликвидировали его соответствующими постановлениями, они опомнились. Только это случилось в 1996 году, спустя, когда уже от Арктики полетели клочья. Добывая в Устьянском районе 10 тонн золота в год, мы в прошлом году наконец-то добыли первых 40 килограммов. Вот такой разрыв. Это не говоря уже про олово, ни одной тонны. Да? Вы понимаете, и люди, которые жили в Арктике раньше или в районах Крайнего Севера, они жили счастливо. Счастливо. Вот мы сейчас говорим о достойной жизни. Они жили достойно. И вот это как раз и есть тот самый предел ожиданий или предел уже, просто говоря, терпения.
Наконец заговорили про Арктику. Вот в Арктике, как сказала сейчас Елена Христофоровна, появились надежды. В чем они выражаются? Ну, не просто в словах Владимира Владимировича Путина. И почему, кстати, за Арктику стали бороться все? Даже монголы заявляют свое право, говорят, дайте нам кусок Арктики. Я уж не говорю про японцев, южных корейцев, там, китайцев и так далее, и так далее. Они считают, что это их дом родной. А уж про канадцев, норвежцев и так далее. Ну, здрасте, это что такое? И поэтому вот эта политика, я бы сказал, государственная политика, она сегодня четко определила. Мы Арктику никому не отдадим, и мы ее будем сохранять, развивать. О чем мы сегодня сказали, комплексное развитие. В чем оно будет выражаться? Уже есть ошибки. Ошибка, как раз о чем сейчас сказала Елена Христофоровна, в 2014 году разработана была программа. Ну, кем она разрабатывалась? Она разрабатывалась в Москве людьми, которые ни разу не были в Арктике. Это юноши и девушки, может быть, даже и старшее поколение. И разработали программу. Нужно было 2 года, чтобы Владимир Владимирович Путин разобрался в этом деле. 2 года. И ликвидировал Министерство регионального развития, как ненужное вообще в России. Это те, которые разрабатывали. Вот какие ошибки системные происходят. И теперь, когда возглавил наш патриот России Рогозин Дмитрий Олегович, ту комиссию известную по Арктике, он сказал прямо, нужно эту программу кончить и писать ее в новом исполнении. И обозначили снова нас, Якутию, как крайний северный регион. И эта программа сейчас формируется. Вот мы очень вовремя собираемся и на эту тему говорим. Понимаете? Но Вячеслав Анатольевич Штыров, если зайдете в интернет и почитаете его высказывания, что опять начинается глицевание той старой программы и нет комплексности. Опять отдельно вот это, вот это, вот это. Нет того, чего ради все соблюдать. Где те самые не привилегии, а заинтересованность людей, живущих в Арктике? Коэффициенты, надбавки, социальная защита, та, которая была, не надо нового, у всех в памяти, и у ветеранов, как они выезжали в Гагры, в Сочи, они отдыхали, дети были в Артеке и так далее. А в Арктике сейчас это есть? То есть, я заканчиваю мысль вот на чем. Наше правительство, и одна лирическая такая пауза. Итак, в 1996 году мы с Галиной Кентиной Данчиковой лично были на приеме у Чубайса и у некоторых других чиновников, у Ринсон тогда и так далее, и как раз доказывали, что так больше нельзя финансировать наш северный завоз. И когда они опомнились, то было принято решение не кем-нибудь, первым заместителем председателя правительства Чубайсом в то время, совершившим эту глупую ошибку. Альтернативы государственной финансовой поддержки в Арктике нет. Опа! То есть там рыночных отношений в том виде, как в Тамбове, в Мордовии, в Чувашии быть не могут. И это сказал сейчас наш глава республики. Не могут. Там должны быть новые совершенно отношения людей. Откуда появились, вот сейчас будут рассказывать, казенные предприятия. Откуда появились казенные предприятия, аэропорты, дороги, олени. И вообще жизнь должна быть казенная, насыщенная, полноценной жизнью. Вот в чем отличие якутской Арктики от Арктики Мурманской, Архангельской, Ямало-Ненецкой, Ханты-Мансийской, не буду дальше читать, даже Чукотской. И последнее. В чем вот сейчас сила нашего правительства? Правительство, преодолев вот эту центробежную силу, плохую, разработав свою программу, Галина Накентьевна Данчикова сделала приоритетом, чтобы правительство, члены правительства, министры воочию увидели состояние, какой находится Абыйский, Алайховский, Нижнеколымский и другие районы. И во все районы, во все абсолютно, были выездные заседания правительства. Это супер решение. Такого никто не делает. То есть 22 министра прилетают, и там в течение до этого смотрят, обсуждают и принимают решения. Вот я считаю, что вот это мудрое абсолютно решение Галины Никитичны Данчиковой лучше один раз увидеть, чем 100 раз слышать плохо-плохо, Кугаган да Кугаган. Нет, оказывается, можно решить. И когда сегодня Устьянский улус принят как пилотным, и где уже и олово начинает возрождаться, и золото, и оленей 25 тысяч, и дороги, и рыбу ловят, значит, есть точки роста, есть уверенность, что правительство республики на верном пути.
Но все-таки я возвращаюсь к своему вопросу. Вот чем вызван действительно всплеск интереса в последнее время к арктическим районам? Иван Петрович, скажите, пожалуйста, чем привлекательна Арктика? Вот все вы говорите о том, что все хотят, дайте нам кусочек, дайте нам, и мы хотим, да? Что привлекает прежде всего? Ну, прежде всего, арктическая территория – это, значит, кладовая планеты. Так? Мы все знаем, сколько чего там под недрами лежит. Уже исследовано, уже мы знаем, сколько там богатств. Да? И сегодня очень остро стоит вопрос, кому же принадлежит эта шельфовая часть. Вот поэтому наука сейчас российская очень усиленно работает над этой. Да? И, в общем-то, сегодня большие компании входят в нашу уже арктическую территорию Республики Саха-Якутия. И, в общем-то, интерес большой, и Россия уже как бы у себя приоритетом направила, сделала арктическую территорию, ну, чтобы было внимание и от России, и, в общем-то, Республика Саха-Якутия, правительство никогда особо от арктической территории северных улусов не отрекалось. Наоборот, мы в течение тяжелых 90-х, 2000-х лет президенты республики первые, да, сегодняшний глава Егор Афанасьевич вообще приоритетом, в общем-то, указал министерством, ведомством, это прежде всего развитие арктической территории северных улусов. Сегодня работают, как вот уважаемые народные депутаты очень четко и ясно сказали, какие документы, повторяться не буду. И вот, несмотря на это, ну, в общем-то, сегодня очень большая работа проводится, и вот республика вкладывает очень большие инвестиции для того, чтобы, в общем-то, Арктика и Север не был брошен, а даже сейчас уже мы говорим о развитии, да, вот, о развитии. И еще хочется отметить о том, что, в общем-то, вот Галина Никитина Данчикова уже практически вот последние годы во всех арктических северных улусах уже проведены выездные заседания правительства, приняты постановления правительства, где конкретно указаны конкретные направления в части здравоохранения, Минстрой, в части развития традиционных отраслей Севера, какие объекты будут построены, что будет, дороги, сегодня созданы предприятия казенные, да, вот уже начинается. Конечно, более, ну, около 20 лет особого внимания не было, и восстанавливать это очень трудно. Давайте, 2 года. Поэтому... Спасибо. Давайте мы прервемся на короткую рекламу, потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК «Саха». В эфире программа «Не пропусти главное», и мы говорим о комплексном развитии Арктики, о проблемах, о том, как они решаются. Ну вот, собственно, перейдем. Елена Христофоровна, вы говорили о том, что сказали в самом начале, что действительно в арктической зоне очень трудно живется людям. И это действительно так, проблем очень много, но хотя проблемы эти хорошо, что решаются, и вы говорили о том, что разрабатывается сейчас вот комплексная программа освоения Арктики, развития Арктики. Но вот одна из главных, наверное, проблем – это очень высокие цены на продукты питания. Это при том, что, ну, объективно это действительно все понятно, потому что при очень такой малой численности населения складываются очень высокие расходы. И цены на продукты питания в арктической зоне почти в 2 раза выше, чем в Южной и в Центральной Якутии. Это при том, что заработная плата, она, по-моему, процентов на 30 меньше. Скажите, пожалуйста, вот что делается для того, чтобы решить эту проблему? Ну, если сравнить с 90-ми годами, когда действительно цены были на 2-3 раза выше, чем в центральных районах, то сегодня более отрегулированы есть эти вопросы. Ну, В 2005 году, когда я еще была председателем районного совета депутатов, эти вопросы мы поднимали на уровне правительства. И в 2005 году наше правительство приняло решение о том, что нужно датировать транспортные расходы на социально значимые продукты питания. Это вот с этого года и начинается. Потом перечень этих продуктов увеличили до 21. Сегодня таких
проблем, как в те годы, можно сказать, нет, потому что Министерство предпринимательства нашей республики приняло такие меры поддержки малым видам бизнеса, да, и предпринимательства, что в каждом районе, вот мы анализировали в прошлом году, сколько же у нас предпринимателей возит именно продукты питания. И даже вот в таком Оленевском районе, где проживает 4200 человек, более 120 предпринимателей. Или Эвено-Батантайский возьмем. Сейчас, если взять, ну, в сравнении, да, сегодня наши бизнесмены, предприниматели поднимают самолеты и с продуктами питания, да, и эти вопросы регулируются еще тем, что правительство в каждом муниципальном образовании, значит, решило, ну, вопросы контроля. Есть у нас специалисты, которые занимаются регулированием вопросов. Потом переданы полномочия муниципальным образованиям, потому чтобы они мониторили цены на продукты питания. Если смотреть по улусам, то на хлеб, например, это государственного значения продукт, поэтому цены везде должны быть одинаковые. Вот об этом мы все время говорим, да? А на все остальные продукты, вот 13 наименований держатся цены на уровне, а по всем остальным вот зависит от того, как предприниматели работают. Какая тогда социальная, ну, поддержка предпринимателей, те, которые завозят продукты в арктические улусы, имеется, Иван Егорович? Каким образом поддерживаются наши предприниматели? В реализации комплексной программы имеется направление в части поддержки предпринимательства, и можно отметить то, что в последние годы наблюдается рост количества предпринимателей в северных арктических районах. Это говорит о том, что население все-таки имеет необходимое количество продуктов, не то, что вот как было отмечено в прошлые годы, да, это естественно. Но вместе с тем надо, конечно же, и дальше проводить такую политику в части поддержки малого и среднего предпринимательства. То есть принимать определенные изменения в законы, скорее всего, и субсидировать, конечно, субсидировать. Потому что сейчас вот ведение бизнеса именно в арктических районах это очень, как сказать, затратно. Потому что это обусловлено самой территорией. То есть вы за субсидирование? Но За поддержку. За поддержку тех предпринимателей, которые, собственно, участвуют в завозе продуктов в арктическую зону. Да, и вот еще можно отметить то, что благодаря комплексной программе именно вот в 2015 году наблюдается динамика несокращения численности населения в арктических районах. Впервые после советских времен. Есть еще дополнить что? Ну, я хочу дополнить. Ибо мне пришлось заниматься непосредственно, и все тяжелые 90-е годы я был министром торговли, и знаем, как цены формировались и так далее, как сейчас. Сейчас, надо говорить откровенно, все предприниматели, которые... У нас нет вообще государственной торговли в Арктике, за исключением Сахаутторга. Это определенное количество продуктов, главное это мука, крупа, растительное масло, сахар, 13. соль, все. Ну, крупы. Там, 13, все, крупы. Все. Значит, и они не определяют сегодня, честно говоря. Вот он хлеб, тем не менее, в Налимске, в Нелемном, извиняюсь, и в Андрюшкино жаловались вот на съезде сейчас как раз Юкагиры, что хлеб 70 рублей булка. Так не может быть. Я только что из Тикси прилетел в Волков в пятницу, зашел, там, значит, 45 рублей булочка, да, и так далее. Суть в чем? Все требуют именно государственного влияния на цены. И их нужно решать. То, что мы возмещаем транспортные расходы, независимо от формы собственности, кто печет хлеб, это хлеб, ну понятно, это государственная задача. В любой деревне, в Хаире, там, у Яндина должна быть пекарня. Вот там все понятно. То есть мы возмещаем. А вот на остальные продукты, и не только продукты, и одежда, и строительные материалы, без которых вообще на севере нельзя. А кто завозит все это? И гвозди, и стекло, а что там, ремонтировать не надо? Это все делают предприниматели. Поэтому рынок этот требует совершенно другого подхода. Это не мое личное убеждение, хотя убеждение мое. Это именно требования предпринимателей арктической зоны.
завозится, ну, допустим, вот я недавно прилетел из Устьянского района, захожу. Сколько молоко, вы думаете, стоит? 150 рублей литр. 150 рублей. Потому что везется самолетом, а какой еще вид транспорта? Вот, пожалуйста, в Куйге конкретно. И откуда молоко, вы думаете? Начиная от Петербурга, Белоруссии, Нижний Новгород и так далее, так далее. Вопрос простой и понятный. Где молоко из Татинского улуса? Того завода, Тетрапак, который мы построили специально, чтобы наше 6-месячное молоко появилось в Арктике. Мы для этого построили. То есть вот внутренние наши спокойные резервы возможностей есть. И здесь мы могли бы и самим товаропроизводителям Татинского улуса, это же не слова, я говорю, это же в решении записано, деньги выделены государственные для Татинского завода. Вот таким вопросом мы бы решали вопросы ценные. Ну и последнее. Ну а тогда, а что мешает тогда? Что вот мешает? всё это, да? Принятие конкретных решений. Не общим, вы же говорите, комплексность. Почему и Штыров сказал, у нас разорвано сегодня принятие решений, разорвано. Их надо решать в комплексе. Слово «комплекс» – это значит транспорт надо смотреть. Вы говорили за логистику. Как сегодня появляется? Вот в МОМе сейчас появятся совершенно по-другому товары. Логистика поменялась вдруг неожиданно. У нас машинами сегодня, дальнобойщиками завозится основную массу грузов. Дальнобойщиками. Откуда дальнобойщики? Из Чурапчи. У нас все так в республике все перевернуто. И для того, чтобы они получили поддержку государственную, ведь она в чем заключается, да? Это же торги, это другие все вопросы. Не буду дальше рассказывать. Но, еще раз говорю, цены на продукты питания обязательно должны быть регулируемые в Арктике. Однозначно. Почему люди-то вспоминают? Первый, второй, третий пояс, сгущенка, тушенка. Все стоило вот так. Понимаете? Вот к этому нужно вернуться. И это не республика может сделать. Да. Это должна сделать Российская Федерация. Ведь надо не забыть, что в Арктике живут сначала россияне, потом якутяне, а потом уже абычане, оленёкские там, нижние. Вот тогда вот этот вот, извините за выражение, градация, она будет понятна жителям Арктики. Спасибо. Ну, еще одна важная проблема – это тоже высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Но тут тоже объективно очень долгий, продолжительный отопительный сезон, и тепловой энергии используется, наверное, в 2 раза больше, чем в целом по России. Что делается для решения вот этого вопроса, этой проблемы? Ну, мы на самом деле субсидируем тепловую энергию, да. Электроэнергию у нас субсидирует, ну, перекрестное субсидирование, все знают, да. Вот. Но мы-то сейчас на самом деле работаем по направлению вообще строительства этих теплоисточников. Потому что у нас, когда вот в советский период, у нас были благоустроены поселки там Тикси, Черский, а остальные национальные поселки, они были вот печка и все, камелек, может быть, да, буржуйка. Вот, то мы сейчас идем по принципу строительства квартальных котельных в этих населенных пунктах, да. Государство наберет на себя полностью субсидирование этих котельных. Потребители платят всего порядка 15%, 15-10%. Все остальное датируется, Все остальное мы датируем, да, в полном объеме. Ну и еще вот у нас есть котельные, которые уже стоят, да, и необходимо подключиться к ним жителям. Вот поэтому у нас создана программа подключения частного сектора. И по этой программе мы по возможности, если есть резервы, подключаем жителей, чтобы они не топили печки. Потому что дров уже нету в округе, надо ехать там за 60 километров, ну и повышается. Ну, как говорится, жителям Арктики жить становится намного комфортнее и проще, когда появляется центральное отопление. В прошлом году, это наша например, работа. вот и на Бтантайском улусе на субсидирование как раз подключения к теплосети было предусмотрено 6 миллионов рублей. Это подключение одного дома примерно стоит 120-30 тысяч рублей. А если вот в процентном отношении, ну, чтобы понятно было, да, в арктических районах сколько процентов сейчас подключено к центральному отоплению, а сколько еще продолжают топить старым дедовским способом?
печь? Ну, нам еще работать и работать, там лет на 5 нам хватит работы. А сколько новых котельных было вот построено, ну, скажем, в 2015 году? В прошлом году мы построили 12 котельных в 12. Балтийской зоне. Да. Это хорошо. Это хорошо? Ну, это мы считаем хороший результат. У нас 2014 отошел с 9 котельных, а вот благополучный год в 2013 мы 22 котельные построили. А вы знаете, вот работает же программа энергосбережения, и вот я знаю, что предлагалось вот те ресурсы, которые высвобождаются по этой программе энергосбережения, направлять вот в арктические районы. Было это сделано? Это мы и делаем. У нас сейчас, если глава очень грамотно подходит к энергосбережению, утепляет бюджетные объекты, да, дома, то вся та экономия, которая оставляется, мы ему возвращаем. И мы это делаем для того, чтобы он еще больше объектов утеплил, как можно больше. Все же знают, что у нас объекты в не очень хорошем состоянии, поэтому он эти средства их ремонтирует, тем самым он более сильно экономит. Спасибо. Мы еще раз прервемся на короткую рекламу, а потом вернемся в студию рекламы на НВК «Саха». В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим о вопросах комплексного развития арктических районов республики. Мы работаем в прямом эфире, телефон в студии 42 38 97. У нас есть телефонный звонок из Оленёкского улуса, нам звонят. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос конкретный, Иван Петрович. Когда будет подписана наша программа по оленеводству и по охотпромыслу? И второй конкретный вопрос к членам Единой России. Будет ли включена статья по уводу дикими оленями домашних сородичей как стихийное бедствие? Этот вопрос мы ставили на Камчатке вместе с Чукотским автономным округом, потому что наш район единственный, который ведет оленеводство среди двух популяций, что создает большие проблемы. Спасибо. Иван Петрович. Спасибо за вопрос. Ну, по первому вопросу, значит, ваша муниципальная программа по развитию оленеводства, значит, нами рассмотрена, согласована и направлена на согласование министерством и ведомством. В общем-то, в ближайшие сроки она должна быть согласована и направлена вам на утверждение уже муниципальным собранием. Вот. И второй, на По второму вопросу, к сожалению, с стихийным бедствием, значит, категория того, что угон домашних оленей дикими оленями, она не входит, да, сегодня в перечень стихийных бедствий. Поэтому этот вопрос уже, как говорится, выходит за пределы республики полномочий. Это нужно решать с федеральными структурами. И, в общем-то, наверное, скорее всего, это вопросы законодательства. По данному этот вопрос сложный. Да, по данному вопросу мы проводили совещание. Действительно, это вопросы не регионального уровня, это касается федеральных вот этих полномочий. Поэтому нам предстоит, конечно, большая работа. Это Марина Христофоровна, директор совхоза Оленёкский, поднимает самый правильный вопрос. Есть у нас улусы, где идет миграция диких оленей, они уводят домашних оленей, и люди остаются без ничего. Это большая трагедия на самом-то деле. Поэтому, Я хочу добавить, да, поэтому, конечно, мы от имени фракции «Единая Россия» над этим вопросом дальше будем работать и, надеюсь, найдем понимание. И надо добавить еще о том, что парламент республики 3 года тому назад, еще 4-м созывом, представил законопроект от Республики Саха-Якутия о государственной поддержке коренных малочисленных народов, ведущих кочевой образ жизни. Данный законопроект разработан уже и вносится на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации. К сожалению, мы не смогли в том законе этот вопрос про миграцию диких оленей внести, но это вопрос будущего. Мы будем работать. Я хотел добавить, вот, да, Оленёвский улус подвержен, да, к этому стихийному бедствию, как бы
на нашем уровне. Но с учетом этого мы, в общем-то, особое внимание уделяем тоже Альнёвскому улусу, Анабарскому. В общем-то, при учете уделения государственной поддержки и так далее, мы учитываем этот улус и более-менее так относимся к тому, что там усиление строительства кораллей, изгородей, в общем-то, отгонных мест и так далее. Мы все знаем, где он мигрирует ежегодно, да, дикий олень, но иногда в зависимости от природных условий он меняет, резко меняет направление, да, своей миграции. И тут, конечно, чуткость и организованных оленеводов тоже зависит. Поэтому с учетом этого, ну, необходимо тоже принимать определенные организационные мероприятия. Ну и раз уж мы заговорили об оленеводстве, то вот хотелось бы сразу тут же эту тему обсудить. Вот традиционные виды хозяйствования, оленеводства, охотничьи, рыболовные промыслы, они все-таки на сегодняшний день не конкурентоспособны. Чем это обусловлено? Я бы хотел сказать, что в республике вообще в традиционных отраслях севера, ну, самой базовой отраслью является оленеводство и, значит, рыболовство, да. На сегодня в республике из 36 муниципальных образований 21 занимается оленеводством, ну и рыболовством во всех практически муниципальных образованиях занимаются рыболовством. И учитывая то, что сегодня вот по вашему вопросу конкретно не конкурентоспособность, но это явная картина, да, что мы сегодня имеем факт того, что вообще в отрасли оленеводства выход молодого поколения очень, ну, идет сложно, практически у нас на местах, с учетом того, что очень экстремальные условия жизни. Вот мы на сегодня, с учетом того, что возможности бюджета Республики Саха-Якутия, мы пока не достигли того уровня, чтобы обеспечить вообще лучшие условия. Но, тем не менее, в общем-то, сегодня правительство, глава республики, народные депутаты, да, Илтумен, очень обращают особое внимание этим видам отраслей. На сегодня определенные, очень даже большие объемы финансирования с государственного бюджета. Если говорить по России, да, вот Республика Саха-Якутия, она на первом месте стоит вот, по финансированию этих отраслей. Поэтому с учетом этого сегодня мы имеем где-то 150 тысяч оленей, поголовья оленей. В общем-то, рыболовство, ну, поменялась сама суть, да, сегодня в основном в этой отрасли частная собственность. Рыбакам дали возможность закрепить на долгое время рыбоучастки. Оленеводам оленей отдали. В общем-то, самостоятельность. То, что вот сегодня Владимир Михайлович говорил о том, что в советское время было то, и сегодня так. Но можно сказать, что сегодня есть свои плюсы, да, в жизни. И в советское время тоже были плюсы. Поэтому тут К двоякое сожалению, этих отношение. плюсов мало. Вообще, когда вот эта тема, я бы хотел ее, действительно, чтобы всем хотело время выступить, про оленеводство. Надо показывать это оленеводство в нашей Арктике. Оно разное совершенно. Если Турваурген, родовая община, имеет 12 тысяч оленей, и у них все у чугей, и заработная плата, и условия жизни. У них два вопроса всего. Это зубы, которые до сих пор не можем вылечить, и жилье для членов их семей в поселке Колымское. Два вопроса. Все остальное они решают. 12 тысяч оленей, 3 тысячи забили. Это значит 12 тысяч лапок, по 800 рублей лапка, 130 тонн мяса и так далее, так далее. Переезжаем в другой, в Андрюшкино, там совершенно другая картина. Если переезжаем в Устьянский Алос, там, значит, у нас есть Филиппов Сергей Кимович, где вот такие условия, моторизованные, техника, сохранность поголовья, все у чугей. А Лайху смотрим, ни одного оленя. У нас Арктика, разные условия, понимаете? Это не критика какая-то, да? Поэтому олени должны быть преимущественно государственные, потому что в Устьянском и там будет муниципальные олени. Понимаете? А частный, пожалуйста, разводи, сколько хочешь. Вот почему я с Еленой Христофоровной согласен, в чем вообще, чтобы люди нас слышат же и видят, что мы хотим добиться? Одного. Закона об оленеводстве в Российской Федерации. Его ждут и чукчи, и таймырцы, и другие. Закон, чтобы была государственная финансовая поддержка. А пока речи об Ну, этом волки у законе нас в нет прошлом или году есть 10 какой-то? тысяч оленей съели.
Это 170 миллионов убытков. А мы выделили на борьбу с волками всего 25 миллионов. Когда мы этих волков перестреляем за бюджет Якутии? Ну это же нереально. Ну и сегодня Ну, мы идет- имеем 150 тысяч оленей. В 80-х годах их количество было 380 тысяч, да, почти 380 400 тысяч. тысяч. Ага. Ну, И- давайте перейдем, да. Еще одна очень такая насущная проблема – это высокие тарифы на авиаперевозки. Вот из-за того, что сложились такие тарифы, можно сказать, что население арктической зоны, оно находится в такой транспортной дискриминации, что ли, да. Цены в 2 раза выше, чем в целом по Якутии может быть, да. И несмотря на то, что в 2 раза выше, наверное, даже вот средние месячные заработные платы в сельских поселениях. Так ведь, да? Вот что, какая программа работает по субсидированию вот этих внутриулусных маршрутов? Добрый вечер. Во-первых, не очень соглашусь, наверное, что авиатарифы в 2 раза выше среднемесячной зарплаты в арктических улусах, да? Не во всех практически, а в сельских поселениях. Там у них Тем действительно более низкая зарплата. в сельских поселениях. Так, для сравнения, ну, каждый сравнит со своей зарплатой. У нас средний тариф по году получается где-то по межулусным направлениям порядка 12 тысяч, это в одну сторону. А внутри районных авиационных перевозках это порядка 3-5 тысяч в одну сторону. Пассажиры, которые этим пользуются, в принципе, они поймут, о чем речь идет. Да? Вот. Вторая часть вопроса, как бы, что делается, да? Ну, здесь я бы хотел продолжить, как бы, мнение наших сегодняшних коллег, да, о том, что действительно Арктика – это не рынок, здесь экономические законы, они практически не работают, потому что действительно очень большие трудозатраты, производительность труда, скажем так, недостаточная, да? Здесь вот привели пример, что если у оленеводов 12 тысяч оленей, у них все хорошо, или у чугей. Там, где улусы не могут в силу географических причин и так далее содержать там и содержат где-то порядка 3 тысяч, да, там совершенно другая картина. Поэтому, переходя, как говорится, от оленей к авиации и так далее, да, в авиации практически, если по-простому сказать, точно такая же картина. Ну, для сравнения, как вам объяснить? Внутриулусные перевозки в полярных авиалиниях, это то есть мы обслуживаем где-то порядка 23 улусов. Это практически вся республика, да? Ежегодный объем перевозок пассажиров это 25 тысяч, а направлений 140. Ну, опять-таки, для понимания, что такое 140 направлений. Это количество соизмеримо, наверное, ну, если уж не с Аэрофлотом, то с такими среднемагистральными авиакомпаниями с грантами, да? Сибирь, Уральские авиалинии и так далее. Я просто к чему, что организация работ, ну, допустим, Москва, Екатеринбург, там, или Москва, Новосибирск, и тот же самый Чирский, Андрушкино, да, организация, ну, как бы этого труда и рейса, да, она практически соизмерима. Хотя, сами понимаете, как бы доходы от этих трудозатрат, они разнятся, ну, просто, наверное, миллионы раз. Вот, поэтому действительно эта проблема существует, что Арктика – это рыночные механизмы здесь более чем как бы не приспособлены. Да? Касательно уже непосредственно самих тарифов. Действительно, в республике существуют 2 программы на сегодняшний день. Это субсидирование межулусных направлений. Но здесь немного нужно пояснить принцип этого субсидирования, да, потому что в последнее время спрашивают, почему только специальная категория лиц субсидируется, это до 23, старше 55. Эта программа в республике появилась после начала федеральной программы, когда из дальневосточных городов центральную часть России начали субсидировать именно специальные Андрей Семенович, категории. извините, что перебиваю, давайте сейчас прервемся. Реклама на НВК «Саха». Начните. В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим о программе комплексного освоения арктической зоны. Андрей Семенович, продолжайте. Да, ну в продолжение все-таки к вопросу о комплексности в авиации. Да. На текущий момент авиационная отрасль испытывает очень большие трудности. Ну, это мягко сказано, потому что у нас нет ни перспективных моделей ни российского, ни зарубежного, наверное, аналогов, да, приспособленных к условиям крайнего севера, к жестким температурам и так далее. Практически у нас отсутствует законодательная база, потому что мы живем по правилам московских авиакомпаний, грубо говоря.
хотя это большая разница. Поэтому можно констатировать, что проблем много, но на сегодняшний день, к сожалению, таких системных, что ли, и корнеобразующих решений на сегодняшний день пока не принято, но тем не менее мы с участием нашего правительства все-таки эти вопросы поднимаем и надеемся, что будем услышаны, опять-таки в свете развития всей Арктики Российской Федерации, да, и будем работать над этим. Спасибо. Ну, в связи с изменением, как Владимир Михайлович говорит, с логистикой, да, по доставке топливно-энергетических ресурсов, каких-то народных грузов, да, у нас как бы на базе этого, в связи с проблемами, у нас созданы предприятия наподобие ФКПК «Аэропорты Севера». Это полностью государственное предприятие, с Дорожного фонда финансируется. Сейчас наша задача полностью структуру построить в Арктике, на севере, в Арктике, чтобы она без проблем и бесперебойно работала. Для этого задача правительством и главой поставлена перед нами. Мы сейчас вот 1,5 года работаем, положительные результаты есть. Конечно, есть проблемы, но эти проблемы мы решаем. Могу сказать, что вот с Белой горы, да, до города Якутск уже есть пассажирские перевозки. Билет стоит 10 тысяч. С МОМ уже 2-й год пассажирские перевозки. Есть, конечно, это крайний север, Арктика, климатические условия совсем другие, как в центральном районе. Там меняется погода в течение часа. Есть риски, но людей уже возят. Если мы нормально всю эту систему отработаем, как вот в этом году вот Андрюшкина ставили вопрос по обеспечению, вот, где у нас расстояние свыше 300 километров, там какие-то обогревательные пункты. Если мы это все сделаем, конечно, люди могут ездить уже. Вот в связи с этим, конечно, если билет с Белой горы стоит 25 тысяч рублей, 10 тысяч на машине можно доехать. Если эта система, вот, все будет нормально работать, то уже пассажиры будут ездить. Плюс к этому у нас предприятие, вот, есть стратегия до 2020 года. Это получается, мы сейчас содержим, если с Верхнеколымска до Устьянского района, это вот, районы, 10 районов дороги региональные, это 4600 километров. Сейчас нам осталось вот в течение 3 лет передача дорог Среднеколымска, Нижнеколымского и часть Булунского района. И эту всю систему нужно сделать, чтобы она функционировала нормально по перевозкам. Вот под предпринимателем, да, львиную долю вот именно грузов, коммерческих грузов, возятся дальнобойщиками. Например, килограмм груза стоит 35 рублей до Белой горы. Самолетом килограмм грузов стоит 275 рублей. Молоко сейчас стоит 150 рублей. Это завезен зимником. Сейчас у молока сколько? 6 месяцев, да? Оно в июне закончится уже. Потом у нас отрезок идет, и водой, завоз водой идет. Это у нас начинается в конце августа. Вот. И опять отрезок до декабря месяца. Так. То есть в основном надо внимание свое обратить на наземный вид транспорта. Вот я хочу здесь вставить, в связи с созданием, это самое яркое и светлое пятно в решении правительства создания казенного предприятия. Это пример, понимаете? Дороги Арктики. Как это было 7 лет назад, когда создали казенные предприятия аэропортов Севера. Все аэропорты наши 23 были банкротами. И Владимир Владимирович Путин именно дал оценку как положительной в Арктике. То есть вот мы на верном пути. Теперь, что касается вот к этому. Да? Вот очень правильно он сказал. Министерство экономического развития. У нас не знаешь, за кого взяться вообще. Кто отвечает за Арктику? Все. Все. А должно быть министерство, которое просчитает все, не просто риски, да, это же все за деньги-то какие? Кредитные, везде страховые запасы, переходящие остатки и так далее. Это все усугубляет, утяжеляет вот ту цену, о чем мы начали говорить с самого начала. Вот если мы эти нормативы узаконим и к ним будем относиться, вот я бы сказал так, контролировать их, будет порядок. Но у нас это есть самая же главная причина. Госкомитет по развитию Арктики. Госкомитет, Зачем нам министерство? я вам сейчас скажу, торговлей, о чем мы говорим сегодня, торговлей, у нас занимается 5 организаций. 5. Ну, давайте перейдем Только к не следующей Госкомсевер. теме. Да, спасибо. Строительство социальных объектов в арктической зоне. Все мы знаем о том, что очень большое количество аварийных школ, они в основном в деревянном варианте, с удобствами на улице, не везде выдерживается тепловой режим. Что делается в этом направлении? В этом направлении проводится очень большая работа.
Если взять Север и Арктику, за последние 5 лет построено более 70 социальных объектов таких, больших и маленьких. Если рассказать об особенностях строительства в арктической зоне, то, естественно, это отдаленность, это сложная транспортная схема, это отсутствие инфраструктуры на местах, отсутствие никакой техники абсолютно нету там. То есть технику все надо с собой завести. Доходило до того, чтобы установить дополнительные 10 свай, приходится завозить буровой аппарат, который там остается в течение 1 года, простаивает. Там работает пару дней и простаивает в течение целого года. И все это, соответственно, удорожает стоимость строительства. Для того, чтобы снизить стоимость строительства, нами проводится определенная политика. Например, для таких арктических северных улусов мы проектируем строительство объектов из легких конструкций, быстровозводимых, для того, чтобы уменьшить расходы по доставке и по строительству, соответственно. В этом направлении мы планируем работать. Спасибо. Людмила Ильясовна, коренные малочисленные народы Севера, по статистике у них не такая большая продолжительность жизни по сравнению, наверное, со всеми жителями Якутии. Это так? На самом деле скажу о том, что у нас статистики, той реальной, которая есть, должна быть, да, мы ее не имеем. Мы ее не имеем ни по Российской Федерации, ни по Республике Саха-Якутия. Одной из причин, конечно, является то, что мы не так часто и не так, как положено, обследуем эти категории населения. Во-первых, мы до них доехать не можем, да. Во-вторых, конечно, та организация медицинской помощи, которая существует сегодня в Арктике, это действительно боль. Это боль здравоохранения Якутии. И сегодня случилось так, что то финансирование, которое нормативно существует в Российской Федерации, это подушевой метод финансирования, он не может быть применен для оплаты, для организации даже просто медицинской помощи именно в арктических наших районах. Почему? Потому что мы сегодня имеем неудокументованность штатного расписания, да? Мы имеем те сверхнормативные койки, которые сегодня тоже не финансируются. Поэтому, естественно, для Арктики нужен новый, абсолютно иной финансовый механизм. Мы сегодня не можем работать по подушевому методу финансирования. И, естественно, сегодня правительством республики, да, выделяются дополнительные деньги из бюджета республики. И в течение последних 3 лет мы достаточно активно работаем с федеральными органами исполнительной власти для того, чтобы все-таки было принято иное законодательство по отношению к здравоохранению именно арктических улусов. Спасибо. Это выездные бригады. Это сегодня мы разработали модель арктической медицины. И сегодня она заслушивается в Совете Федерации и в Государственной Думе. И мы надеемся, что мы будем услышаны. Спасибо. Скажите, пожалуйста, с 1 июля все мы знаем, что сельхозперепись будет до 15 августа. Каким образом эта сельхозперепись она будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли? Очень коротко, пожалуйста. Да, действительно, ждем проведения сельхозпереписи. Кстати, все 13 районов, которые у нас входят в состав арктических и северных районов, в этих районах перепись будет проводиться с отступлением от основных сроков, то есть в сентябре-ноябре месяце. Конечно, итоги переписи важны для всех структур, и для органов власти, и для органов местного самоуправления, и для коммерческих, и для банковских структур. По итогам переписи будут, конечно, на уровне правительства, наверное, Российской Федерации и на местах будут приняты кардинальные, наверное, очень такие важные меры, возможно, по корректировке дальнейшего развития аграрной политики, по поддержке сельхозпроизводителей, и в том числе по дальнейшему развитию традиционных отраслей. Да? В арктических районах у нас занимаются северным оленеводством. Конечно, поддержка для развития этой отрасли нужна. Спасибо. Спасибо. И в самом конце, совсем немножко, к сожалению, времени остается, большая тоже интересная тема, кочевые школы. Хорошо, к сожалению, времени мало, но кочевая школа на днях, 14 мая,
озвучена в ООН, именно главой Федерального агентства по национальности Игорем Бариновым. Простите, пожалуйста, мы должны Так уже как закончить, именно да? Давайте вот мы этот эту тему, положительный я опыт отдельно, нашей простите, школы, пожалуйста, я Качковой отдельно школы, вас да? приглашу, и мы Хорошо. поговорим об этом. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам.